Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся сейчас в Дырносе. За моей спиной шикарный дом из бруса, и здесь мы заканчиваем выполнение внутренней черновой отделки. Мы делали утепление пола, утепление межэтажного перекрытия и утеплили кровлю. Как это сделать идеально? Давайте вам все покажу. Пойдем. И вот мы проходим в дом. Сразу смело оценивайте ту красоту, которая уже создается. Мы утепляли пол 20 сантиметрами плотного утеплителя, настилали фанеру, четкий пол, сделали потолок, межэтажное перекрытие с мощным пирогом. Тоже обратите внимание на стены в доме. Еще при начале строительства дома из бруса мы стены строгали и делали декоративные фаски, что есть уже такая первичная эстетика, и нашим клиентам первое время не придется делать внутреннюю отделку. Ну, шикарно выглядят стены уже, честно, везде. Уже красиво, уже благородно, есть некий такой законченный внешний вид. Наша работа, конечно, здесь уже подходит почти к концу, мы заканчиваем черновую отделку. Есть еще небольшой маленький этап. Тоже вам покажу некий наш перфекционизм в работе. Тоже обратите внимание на пирог. Здесь было сделано 20 сантиметров утепления внахлёст с перехлестом каждого стыка, чтобы минимизировать, точнее вообще даже убрать все мостики холода, все поддувания. 20 сантиметров утепления. Потом фанерная пленка пароизоляционная, чтобы бытовые пары не разрушали. Потом фанера, идеально выставленная в идеал по лазеру, и уже стелим фанеру. То есть все идеально. Обязательно швы между фанерными листами, мало ли будут какие-то минимальные подвижки, и на конструкционные саморезы. Все очень четко. Видно, что есть пылесос, и видна чистота. Что никакой грязи, я не знаю, там, окурков, какого-то мусора, как обычно, еще в те 90-е годы при вскрытии полов мы часто видим. То есть здесь все очень четко. Это ваш дом. Должно быть все четко, красиво, аккуратно, чтобы чувствовалась свежесть. Здесь есть свежесть, новизна, аккуратность, профессионализм. Классно. Пойдемте дальше. И сейчас мы поднимемся на мансардный этаж, покажу красоту, покажу, как мы утеплили кровлю, ну и покажу в целом строительную красоту. Пойдемте со мной. И вот мы уже на мансардном этаже. Тоже прошу оценить эту строительную красоту. Начну с простого. То, что мы сделали мощное утепление пола, межэтажного перекрытия. Здесь идет 15 сантиметров хорошей шумоизоляции. Все устелено специальными пароизоляционными пленками. И четко пошла фанера по фанерным лагам. Все в идеал уже подготовлено для чистового покрытия. Все классно. Слегка обратите внимание на мощные конструкции, которые мы применяем всегда при строительстве дома. И не на какие-то там два кривых ржавых гвоздя, а всегда применяем усиленные уголки и мощные глухари вот такого диаметра. Ну, вопрос надежности. Такой ответственный, честно говоря, процесс само строительства дома. И это потом все закрывается, и основные конструкции должны быть всегда мощными. Так, по кровле, если брать, у нас между стропильными ногами было 15 сантиметров плотного утепления, то есть 3 слоя по 5 сантиметров, каждый слой перекрывался следующим слоем. Потом мы делали вот горизонтальные направляющие, видно, из бруска, тоже в 5 сантиметров, и укладывали уже горизонтально еще 5 сантиметров утеплителя. То есть суммарно у нас здесь 20 сантиметров очень плотного утепления кровли. Плотного. Все места стыков перекрывались следующим матом. Следующий мат опять перекрывает стыки. И у нас по окончанию нет ни мостиков холода, и минимизированы все теплопотери от деревянных конструкций основных. Тоже, что очень важно. В конце мы все укрываем специальной пароизоляционной мембраной, пленками. И данные, вот везде полностью вся крыша. И данные пленки между собой мы еще проклеиваем. Это видно. Вот идет проклейка. И так везде просто рандомно. Сейчас найду. Вот. Все проклеено абсолютно между собой. То есть у нас такая
очень герметичная шубка, чтобы бытовые пары не проникали в утеплитель, его не разрушали. Он многие десятилетия выполнял хорошо свою функцию. Что касается пленок. Но у нас есть еще шершавые поверхности пленок с ворсистой поверхностью древесины. И мы применяем там другие ленты, очень клейкие ленты, чтобы тоже, то есть все примыкания у нас очень герметичные. Ну и в дальнейшем уже на данной пленке, на деревянный каркас, вот на эти бруски забиваем доски как черновую подготовку под отделку. И здесь вы уже можете проводить коммуникации, допустим, электрику провели и обшивать или гипсокартоном, или же имитацией бруса. То есть все готово. Обратите внимание на все помещение, на всю эту красоту. Это не выставочный дом. То есть у нас это как система, так всегда. Во-первых, чистота полностью. Ну и красота самого процесса. То есть видно, что сделано с душой, сделано профессионально. То есть такой некий перфекционизм. Что с этой стороны, да, посмотрите. Да, что с этой стороны. То есть перфекционизм, он виден, процесс, отношения, то, что люди работают с душой, наши мастера-профессионалы, это видно. То есть все очень, повторюсь, все очень герметично, все тепло в доме, не будет никуда уходить. Здесь такая хорошая, теплая шубка. Все уже готово к дальнейшим работам, к монтажу коммуникаций, установка уже радиаторов отопления, к электрике и чистовой обшивке. Классно, когда классно. Классно, когда все идет так четко и профессионально. Так, дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, сделать утепление или сделать внутреннюю черновую отделку, или сделать наружную отделку с сайдингом, допустим, смело обращайтесь. Ваша компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, все проконсультируем. Сделаем вам предварительный расчет стоимости. У вас будет вся полнота информации. Со всеми этими знаниями вы идете домой спокойно принимать решения. Будем рады, если выберете нас для строительства уже вашего дома мечты. Встречаемся на консультации. Центр домостроения. Пока-пока.